Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Сегодня в студии вместе с вами это утро буду встречать я, Руслан Ачиров. Ну и предлагаю вам, конечно, просыпаться, заваривать кофе, готовить завтрак, собирать родных в школу, в садик, на работу. Ну, в общем, сегодняшний день мы сегодня с утра подготовили по традиции для вас все самое-самое интересное. Также не забываем подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и вступать в нашу дружную утреннюю программу, команду. Ну, а сейчас предлагаем, пока вы собираетесь на работу, узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 39, минус 36 градусов. В заречной группе Улусов от 46 до 35 градусов со знаком минус. В южных минус 30, минус 34. В Вилюйской группе Улусов от 36 до 34 градусов ниже нуля. В Нижнеленских минус 41, минус 42. В западных районах от 36 до 32 градусов со знаком минус. В Колымо-Дигирской группе Улусов минус 37, минус 25. В Янских минус 48, минус 44. На северо-западе республики от 37 до 28 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 37 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый снег, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 36, минус 34 градуса. Но в Челябинском зоопарке устроили необычное знакомство с русской зимой для африканских сурикатов. Сотрудники слепили небольших снеговиков и поместили их в вольер к животным. Сурикаты, чья естественная среда обитания – это засушливые пустыни и саванны Южной Африки, где снег – большая редкость, с любопытством изучали белых гостей. Они обнюхивали снеговиков, а затем разбирали их на части и даже пробовали снег на вкус. Как отметили в зоопарке, сурикатам было непривычно и прохладно, но очень интересно. Снег для фигурок был аккуратно собран на территории зоопарка, утрамбован и доставлен в вольер, чтобы разнообразить среду обитания животных новыми впечатлениями. Да, и даже вот хочется узнать, какие же мысли в этот момент у сурикатов, которые увидели впервые снег. Ну, а сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с новостями, самыми актуальными, которые произошли на этот час. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Как Таврида. Более 414 тысяч обращений было направлено на прямую линию с Владимиром Путиным. Количество сообщений в мессенджерах и на сайтах, а также звонков, поступивших в программу «Итоги года», растет в геометрической прогрессии. Прямая линия Путина запланирована на 19 декабря. В эфир программа выйдет в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией. Для сбора всех вопросов Кремль использует технологии искусственного интеллекта. Это позволит оперативно довести весь срез общественного мира до президента. Вот вы говорите о... Питание и проживание в интернатах для учеников школ искусств станут бесплатными. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре одобрил закон, в соответствии с которым расходы за проживание и питание в интернатах федеральных образовательных организаций в сфере искусств будут оплачиваться за счет федерального бюджета. Такое решение было принято на заседании комитета 8 декабря. Якутские студенты готовят бойцам СВО. Волонтерская кухня развернулась в стенах Арктического государственного агротехнологического университета. Здесь учащиеся колледжа технологий и управления заняты первичной обработкой дикой утки и рыбы. Всего за несколько лет волонтерской деятельности активисты выпустили порядка 4 тонн различных полуфабрикатов и заготовок. Для ребят это не только возможность помочь бойцам на передовой, но и набраться опыта. Все они – будущие профессиональные повара.
На данный момент мы уже обработали где-то 4 тонны продукции. Из разных улусов она к нам поступает и потом распределяется по разным больницам, госпиталям разных городов России. И в зоны точки тоже, горячие тоже ездит. Чтобы дольше наша продукция сохранила свои качества, свойства, да, мы, значит, упаковываем ее в вакуумном аппарате, без доступа воздуха. И тем самым мы продлеваем сроки хранения более 5 раз, около 5 месяцев это все храниться может. И еще замораживаем, конечно, в шоковом аппарате. Чистка дорог в Ленске продолжается, несмотря на сложности в бюджетах района и города. Двухгодичный контракт, который был заключен с подрядчиком, подходит к концу. С каким финансированием он будет заключен на новый период, пока непонятно. Но обслуживание дорог остается одним из приоритетных пунктов работы городской администрации. Напомним, что на территории города сегодня работает 2 подрядчика. Это Техносервис, который обслуживает городские дороги, и ИП «Бардаков». Он занимается микрорайонами. На следующий год прогнозы, к сожалению, и так бюджет не особо профицитный, вообще не профицитный, да, и следующий год будет еще сложнее. Но, конечно, это обслуживание дорог – это один из приоритетных пунктов нашего обращения в адрес района. С главой разговаривали, конечно, сейчас они будут смотреть свои возможности, но, конечно, дороги – это самое главное. Мы уже привыкли, что расчистка ведется достаточно качественно. Есть вопросы там по частному сектору, но мы их стараемся решать. Ну, при поддержке района, надеюсь, мы этот вопрос решим на следующий год. В Якутии стартовала продажа живых новогодних елок и сосен. Продажи начнутся с 10 декабря на территории базы Якутлесресурса по адресу улица Кеш-Алексеева, 9/1. Ассортимент предоставлен в 2 категориях – ель и сосна. Стоимость от 1700 до 2500 рублей. В Минэкологии Якутии отметили, что количество деревьев ограничено, поэтому покупателям рекомендуется заранее ознакомиться с ассортиментом и совершить покупку до наступления Нового года. Сегодня хороший повод, чтобы поощрить своих домашних питомцев, либо взять собачку из приюта. 10 декабря отмечен на календаре как Международный день прав животных. Ну а какие еще события принес нам этот день, мы расскажем прямо сейчас. На календаре 10 декабря. День прав человека. Международный день прав животных. По народному календарю – знамение. От знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного. Надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали. Этот день в истории. 1698 год. Петром I учреждена первая и высшая награда России – Императорский орден Святого Апостола Андрея Первозванного. 1866. Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять». 1901. Состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий. 1948. Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. 1987. Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе. В этот день родились Августа Ада Кинг, английская графиня, математик, первая женщина-программист. Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист. Нелли Закс, немецкая поэтесса, нобелевский лауреат. Михаил Румянцев, советский артист цирка, клоун, актер, народный артист СССР. Анатолий Тарасов, советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР. Василий Федоров, автор рассказов, вошедших в учебники и хрестоматии якутского языка, член Союза журналистов России, лауреат Республиканской журналистской премии «Золотое перо», почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса. Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фёкла и Яков.
На исторической сцене Мариинского театра состоялась церемония награждения престижной 10-й национальной оперной премии «Онегин». Екатерина Захарова, ведущая солистка Государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, блестяще одержала победу в номинации «Фаворит» и выступила на гала-концерте номинантов и лауреатов премии в роскошных интерьерах Большого итальянского просвета Государственного Эрмитажа. И сегодня посетила нас, чтобы рассказать о том, как это было. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно, быть на таком грандиозном событии музыкальной жизни нашей большой страны очень престижно, не так ли? Действительно, это так. В этот период я находилась в каком-то таком, как во сне, да. То есть вообще с середины октября, ну, как уже, наверное, наши телезрители знают, в нашем театре проходил Чайковский фест. Это у нас такое грандиозное событие было. И я находилась в таком активном потоке жизненном. И тут вдруг приходит эта новость, что мы попали в шорт-лист, стали номинантами премии в номинации «Лучшая женская роль» за Виолетту Валери в опере Джузеппе Верди «Травиата». Ну, я вообще не знала, что театр туда посылал заявку. И эта новость таким шоком была. Но из-за того, что жизнь проходила очень активно и бурно, эта новость как-то, хорошо, вау, и все. Потом сказали, пришло письмо, вызов, что всех номинантов приглашаем. Я такая, о, вообще здорово. Потом, когда уже туда приехала, как-то так успокоилась, осознала вообще, да, что это за мероприятие, масштаб этого мероприятия, да, кто там. И осознание пришло именно в день 29 ноября, в день вручения, с утра, когда меня позвали на интервью к Вадиму Вернику для радиокультуры. То есть там он вызвал именно на передачу, да, на интервью. 45 минут нашего разговора должны будут транслировать на радиокультуру. И тут, когда я пришла в этот Гранд-отель, Европа, увидела все это убранство отеля, до меня дошло, куда я попала. Я думаю, я же на таком грандиозном событии. Я вечером пойду в Мариинский театр, я буду стоять на исторической сцене. Но я еще пока не знала, буду ли я стоять. Да, я еще не знала, что мы выиграли голосование. Да. Это уже потом увидела в статусе любителей оперы. Это, кстати, было голосование вообще по всей России проходило. Да, голосование по всей России проходило. Голосование шло месяц. И хочу сказать большое спасибо всем, кто голосовал, жителям, любителям оперы, да, жителям республики. Но я знаю, что не только наша республика голосовала. Итоги голосования были такие, что наши голоса составили 2900 с копейками голосов, а второй результат был 1893 или 95, да, то есть у нас был колоссальный отрыв, и, видимо, это было уже понятно немного раньше, чем 28 ноября, и поэтому уже были запланированы какие-то встречи, пресс-подходы, интервью с Вадимом Верником. А я думала, почему меня больше никого из номинантов так никуда не пригласили, а меня пригласили, думаю. Но в сердце все равно была надежда, таилась, что наша республика всегда умела голосовать. Вот, кстати, вот статуэтка — это премия «Онегин», да? Да. Вот поделитесь вашими впечатлениями вот после награждения. Кстати, нашим телезрителям видно, наверное. Можете вот, давайте я покажу, или вы покажете. Ну, да, как вы уже почувствовали, это очень такая... очень массивная, да. Весомая, массивная статуэтка. Это Онегин, бронзовый Онегин. У него в руках, я так понимаю, письмо от Татьяны, да, и он вот так вот красиво, задумчиво стоит. Вообще за все 10 лет,
как вот озвучили на церемонии, уже 5 тонн случилось этих Онегинов. Да? То есть уже, если соединить все вручные статуэтки, то это 5 тонн где-то получается. Ну, ощущения, конечно, были там на сцене, даже учитывая то, что я знала, что у меня будет, ну, меня вызовут на сцену, да. Когда я вышла на сцену, я растерялась, потому что я сидела и обдумывала, так, я скажу это, я скажу это, я скажу это, я скажу то. Но когда я вышла, кроме «спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое», у меня все вылетело из головы. Это все равно очень волнительно, хотя я и знала, я представляю чувства тех, кто не знал о том, что они стали победителями, да, те, кто выходил, узнавая здесь и сейчас это все. Но это очень волнительно было. И вообще находиться с такими в одном пространстве, с такими людьми, с такими мэтрами, да, то есть там ведущие, несменные ведущие Сати Спивакова, Вадим Верник, потом выступали звезды оперной сцены, такие как президент премии Хибла Герзмава. За пультом стоял уже родной нам Алексей Асланов, он к нам приезжал на Чайковский фест дирижировать Иолантой. То есть нам с ним повезло поработать, поэтому и по нему я тоже видела, что он так стоит и похлопал. То есть уже как бы знакомы. Здорово. Ну, мы поздравляем вас еще раз с такой престижной премией. Я думаю, что вы можете поделиться с начинающими исполнителями, может, некоторые такие, ну, немного советов дать, да, основные для начинающих исполнителей. Ну, во-первых, конечно, это работать, да, то есть все время, всегда заниматься, совершенствовать свои навыки, не останавливаться на достигнутом, то есть всегда должен быть рост. Как говорится, нет предела совершенству, да, когда мы перестаем это делать, то мы регрессируем, да, у нас идет спад, и, конечно же, это чаще всего это бывает дело случая, да, немаловажен случай и место быть там, где нужно. Да. Ну, Екатерина, мы еще раз поздравляем вас с такой престижной премией, желаем дальнейших творческих успехов. Спасибо. Ну, а национальная оперная премия «Онегин», кстати, косвенно связана с городом Якутском, именно еще и в историческом плане. Но сейчас я объясню. Евгений Онегин – это герой произведения Александра Сергеевича Пушкина. А в 1822 по 1825 годы между ним и героем нашего следующего сюжета завязалась переписка, в которой преобладали литературные темы. Но возможно, что некоторые наши телезрители догадались, что речь идет об Александре Бестужеве-Марлинском. Ну и мы передаем слово Сардане Борисовой. Добрый день! В нашем репортаже мы часто рассказываем об истории города через название его улиц. Сегодня виртуальная прогулка по улице, чье имя хранит память о писателе, декабристе, открывшем миру Якутию. Улица Бестужева-Марлинского. Ее протяженность составляет около 2 километров. Прогуливаясь в районе рабочего городка, многие якутяне и гости столицы задаются вопросом, чьи же имена увековечены в названии. Ответ удивителен. Это один человек – Александр Александрович Бестужев, писавший под псевдонимом Марлинский. Талантливый литератор. Он был сослан в Якутск за участие в восстании декабристов 1825 года. Именно здесь, в суровом краю, его творчество обрело новое дыхание. Живя в Якутске, Бестужев-Марлинский создал 29 стихотворений, вдохновленных северной природой, и ряд повестей. Его рассказы о Сибири стали настоящим открытием. С огромным знанием дела он описал трудные маршруты на Колыму и Охотск, а его очерк «Сибирские нравы Сэх» и «Баллата Сатырь» стали ценнейшими свидетельствами той эпохи. Память о писателе в Якутске увековечили в середине 20 века. В 1957 году улица Стаханова была переименована в его честь, а в 2005 году на перекрестке с улицей Кальвицы началась новая история. Был разбит сквер декабристов.
Центральным событием стало торжественное открытие памятника бюста Александру Бестужеву-Марлинскому 9 сентября 2006 года. Так город отдал долг человеку, который, находясь в ссылке, своим пером прославил его на всю Россию. Так, история одной улицы связывает воедино судьбу столичного литератора, романтику дорог Старой Сибири и современный облик Якутска. Обычная городская артерия оказывается живым напоминанием о нашем богатом культурном наследии. Это был наш краткий репортаж. До новых встреч на улицах нашего города. Но сейчас с улиц города Якутска мы перенесемся на улицы города Краснодара, где наступила настоящая зимняя сказка. Город вспыхнул миллионами огней, окутавшие его праздничной иллюминацией в преддверии Нового года. Тысячи сверкающих гирлянд и причудливых декораций превратили улицы в сияющий маршрут для волшебных прогулок. Горожане с восхищением проходят под яркими световыми арками, разглядывая завораживающие инсталляции в форме стрекоз, бабочек и ушастых кроликов. А в сердце города на главной площади зажглась огнями величественная новогодняя ель, центральный и самый ожидаемый символ праздника. Прогулка под этим сиянием – лучший способ прочувствовать неповторимое предновогоднее настроение. Да, действительно, прямо уже ощущается новогоднее настроение. Но если огни и украшения создают настроение уже сейчас, то наши мысли все чаще устремляются вперед. Наступающий 2026 год. Какой он, с каким символом и цветом он к нам придет? За ответами мы отправимся на улицы Мирного. По восточному календарю существует 12 символов года. И каждый год ассоциируется с определенным цветом. Давайте узнаем у жителей Мирного, в каком цвете нужно встречать 2026, да и вообще, какой символ 2026 года. Какой символ 2026 года? Символ? Да. Лошади. 2026 года, ну если 2014 года был год лошади, то, соответственно, плюс 12, 26 год лошади. Это год лошади. А в каких цветах нужно встречать год лошади? Ой, я даже не знаю. Наверное, в чем-нибудь коричневом, может быть. А может быть и в белом. В яблоках. В яблоках. В каких цветах нужно встречать 2026 год? В каких? В рыжих. Честно сказать, правильно, как будет, не знаю, но знаю, что огненная вроде у лошадь будет. Значит, все красное, яркое такое, нарядное. В красном, наверное, однозначно. В черном. А еще? В черном и в коричневом, это я где-то читала. Все, больше не знаю. Вот эти три цвета точно знаю. Символ цвета это следующего года будет, наверное, красный цвет, да, основной цвет. А так можно золотой, какой там был, стеклянный, да, елка такие, как стеклянные лодыжки получается, да. Ага. А стеклянный это как больше прозрачный или больше? Прозрачный, да. Не в синих. Ну, не знаю, в таких приятных тонах. Надо встречать каждый Новый год с совестью, справедливостью и честностью. От этого будет всегда хороший Новый год. А в чем нарядишься, в том и нарядишься. Это уж не столь важно. 2026 год – это год красной огненной лошади. И многие рекомендуют встречать его в красных, желтых и оранжевых оттенках. А вот белый и черный лучше исключить. Анастасия Воронцова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». В нашем эфире мы продолжаем рубрику, которую любят многие наши телезрители. В ней мы изучаем якутский язык. И сегодня мы изучим числа от 20 до 100. Итак, перенесемся в наш учебный класс. Добрый день! Үтө күнінен. Үтө күнінен. Сегодня мы научимся вести счет на якутском языке до 100. Сүрбе bir. Сүрбе bir. Сүрбе iki. Сүрбе iki. Сүрбе üç. Сүрбе üç. Сүрбе dört. Сүрбе üç. Dört. Dört. Сүрбе dört. Сүрбе
Tört. Молодец. Sürbe bies. Sürbe tue. Sürbe bies. Sürbe bies. Sürbe altta. Sürbe alta. Sürbe sette. Sürbe stette. Sürbe ağız. Sürbe ağız. Sürbe toğuz. Sürbe тогус. Запомнили 20. Далее сосчитали до 29. И теперь запоминаем 30. 30 будет отут. Отут. И далее считаем до 40 по этому же методу. Давайте ускоримся. Хорошо? Чуть быстрее будем считать до 40 таким же методом. Отут bir. Отут bir. Отут iki. Отут iki. Отут üç. Отут üç. Отут dört. Отут dört. Отут beş. Отут beş. Отут alta. Отут alta. Отут sette. Отут sette. Отут ağız. Отут ağız. Отут toğuz. Отут тогус. И стоп. Числительные после 30 образуются путем присоединения числительным до 10, числительное 10. То есть к однозначному числительному присоединяем число 10 и получаем следующий счет. 40. Тёрдон. Тёрдон. То есть 4 плюс 10. Дословно. Ага. 50. Без он. Без он. Но произносим мы его как бегон. Бегон. Далее 60. Алтаон. Алтаон. 70. Сеттеон. Сеттеон. 80. Агыс-он. Агыс-он. 90. Тогус-он. Тогус-он. Но произносятся они как будто слитно. Тёрдон, бегон, алтаон, сеттеон, агыгон, тогугон. Так, и далее запоминаем число 100. 100 будет на якутском языке сюсь. Сюсь. Отлично. Было сложно. Очень много слов, как будто, да? Но если запомнить метод образования, то все очень просто. Итак, мы прошли числительные до 100. Теперь можно дома немного потренироваться и даже заниматься математикой. Кырсех кадери. Кырсех кадери. Мы открываем очередное окошко нашего праздничного адвент-календаря. И сегодня нас ждет новость, которая согреет душу. Зажглись огни, пахнет имбирным печеньем и праздником. Прямо в сердце Риги на Домской площади прошел волшебный рождественский забег, участниками которого стали сотни Санта-Клаусов. Взрослые, дети и даже домашние питомцы в сказочных костюмах дружно преодолели веселую 2-километровую дистанцию. После финиша всех ждали памятные награды и море хорошего настроения. Это добрая традиция, которая уже много лет объединяет людей. Присоединиться к праздничной пробежке может каждый, сделав символический взнос в поддержку благого дела. Идеальный способ почувствовать дух праздника. Но если вы не очень сильно любите большие скопления людей, то выбор следующего героя нашей программы вам точно придется по душе. Житель Владивостока Антон Ковылин отправился на Чукотку после необычного сна об экстремальных приключениях, которые запомнятся на всю жизнь.
Эти завораживающие пейзажи Антон Ковылин увидел во сне и решил воплотить его в реальность, отправившись в путешествие на Чукотку с братом Александром и другом из Санкт-Петербурга Дмитрием Петровым. На морских каяках по маршруту великих первопроходцев группа прошла 200 километров. Это было не просто путешествие куда-то, это было с одной стороны вещи сны, с другой стороны это некая дань первопроходцам, русским, российским, Семену Дежневу, Витальду Берингу. Нам хотелось, скажем, повторить их маршрут хотя бы частично, тем самым прикоснуться к истории. Исследовать край Земли оказалось нелегко. Погодные условия не позволили обойти мыс Дежнева, ключевой в маршруте. Познакомиться с путешественниками выходили и представители местной фауны. Не всегда это было приятным. Подкрадывается медведь такой, 400 с плюсом килограммов. И ты видишь его, скажем, уже на расстоянии, может, 30 или 50 метров. Но мысли приходят разные, они не всегда добрые, если честно. Момент, когда команда увидела земли нацпарка Берингия, Антон вспоминает с восторгом. Наконец-то погода стала спокойной и солнечной. А еще именно там они встретили китов. Да! Путешествие, возможно, единственная вещь, за которую ты платишь, но становишься богаче. Внутренний объем переживаний, впечатлений, эмоций, взаимодействия с людьми, с дикой природой настолько фантастически получился за это путешествие, за эту экспедицию на Чукотку. На память о путешествии на Чукотку Антон привез домой во Владивосток китовый позвонок, который нашел на берегу. Теперь он, как талисман на носу каяка, будет беречь в дальнейших экспедициях. Отправляясь в путешествие, не забудьте взять с собой камеру. До 15 января идет прием видеороликов для конкурса «Дальний Восток. Земля приключений», участники которого могут выиграть до 3 миллионов рублей. А каждый, кто расскажет о путешествии по Приморью, получит подарок от туристско-информационного центра Приморья. Лада Пасечник, Игорь Лещук, «Панорама». Да, ну я думаю, что в таком путешествии, когда тело всегда находится в тонусе, можно и пренебрегнуть утренней зарядкой. Но если вам не предстоит сегодня проделать путь в экстремальных условиях, то самое время немного размяться перед рабочим днем. Всем доброе утро! Сегодня у нас будет танцевальная зарядка для тех, кто любит танцевать. Включайте свою любимую музыку и погнали! Итак, начали. Все повторяем за мной, улыбаемся, получаем удовольствие от того, что мы делаем. Так. Делаем вдох, выдох, начинаем шагать. Раз, раз. Раз, два, три. Еще раз. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. И поехали. Шаг, 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 шаг. Делаем шаг. Улыбаемся. Ручками помогаем себе. И начинаем разогревать все свое тело. Затем добавляем ручку. Тянемся за ручкой, улыбаемся. И следующее упражнение у нас круговые движения. Также ножку вперед и круг ручкой. Эти упражнения могут выполнять все, даже кто не умеет танцевать. А теперь у нас ножки в сторону, ручки вниз. Добавляем ручку, тянемся за рукой. Ножки переставляем. А теперь поднимаем коленки. Поднимаем колени выше, выше. Сейчас мы будем добавлять еще ручки вверх.
А теперь делаем захлест. Ручки отводим назад, лопатки сводим, ножкой пятку поднимаем до попы. Еще одно упражнение. Поехали. Раз, два, раз, два. Тянем ручку вверх, ножками переставляем в бок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На этом мы заканчиваем нашу танцевальную зарядку. Всем прекрасного и чудесного дня! Ну а мы присоединяемся и говорим доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Далее мы продолжим тему здоровья и поговорим о тестостероне. Доброе утро! В последнее время очень много внимания притянуто к гормону тестостерону. Тестостерон играет важную роль в организме, влияя на различные функции, такие как мышечная масса, уровень энергии, либидо, состояние жировой прослойки, иммунитет и даже настроение. Но хочу сказать, что повышение уровня тестостерона – это не суперсила, а состояние, требующее внимания. У мужчин это часто связано с применением допинга, приемом химических препаратов, из-за гормональных нарушений или при некоторых медицинских состояниях. В результате мужчина может заметить усиление агрессии, изменение настроения, нарушение сна или проблемы с кожей. Собственное производство тестостерона угнетается постепенно, яички могут атрофироваться при длительном применении химического тестостерона. Таким образом, ситуация неконтролируемого приема препаратов тестостерона чревата отдаленными последствиями. У женщин же повышенный уровень тестостерона – это почти всегда симптом заболевания, нуждающегося в лечении. Повышенный тестостерон зачастую связан с нарушениями обмена веществ, синдромом поликистозных яичников, опухолями или приемом некоторых медикаментов. Это может привести к развитию признаков мужского типа, усиленному росту волос, например, на лице, губах, груди, изменению голоса, проблемам с менструальным циклом, акне и увеличению мышечной массы. Что делать при повышенном тестостероне? Необходимо, естественно, обратиться к врачу-эндокринологу для проведения диагностики, анализа крови, УЗИ и другие исследования. Выявить причину повышения уровня гормона обязательно необходимо у специалиста. Следовать рекомендациям специалиста. Это может включать медикаментозное лечение, изменение образа жизни, коррекция питания или терапия при заболевании. Важна очень профилактика, контроль гормонального баланса, правильное питание, регулярные физические упражнения и избегание стрессов по возможности. Важно! Самостоятельное лечение или игнорирование симптомов недопустимо, так как нарушение гормонального баланса может привести к серьезным последствиям для здоровья. Регулярное обследование и профессиональные консультации помогают поддерживать гормональный баланс и сохранять здоровье. Будьте здоровы! Но впереди Новый год и, конечно, самый главный символ, который украшает любой дом – это елочка. Ну, как раз сейчас то самое время, когда можно начать создавать новогоднюю атмосферу, и в этом нам поможет рубрика «Сад-огород». Доброе утро! В воздухе витает новогоднее настроение. Перед Новым годом многие заказывают вот такие шикарные композиции из Нобелеса. Они не только яркие, красочные, но и очень ароматные. Мы такие композиции можем сделать сами. Первым делом нам нужно выбрать, на чем будет стоять композиция. Это может быть любая посуда, но я выбрала сегодня вот такой керамический горшок. Также на чем будет стоять Нобелес. Это вот такой оазис, это губка, и она будет пропитана водой. За счет этого Нобелес будет стоять вплоть до целого месяца, прямо до Нового года. И еще нам обязательно потребуется секатор.
И самое главное, нам нужно выбрать, из чего сделать вот такую композицию. Это, конечно, вот такая ветка нобелиса. Они бывают разных размеров. Вот это большого размера. Также мы используем тую или кониферн. И даже можем использовать вот такую ветку сосны. Вот смотрите, как секатор хорошо работает. Чтобы втыкать в такую мокрую губку нобелис, мы убираем вот нижние иголки. И здесь должно быть под 45 градусов углом. Вот так вот. Разрез. Чтобы в мокрую губку очень хорошо входило и питалась оттуда водой. В самом низу композиции мы обычно используем ветки нобелиса. Они должны быть немножко подлиннее. А сверху мы уже используем кониферн, потому что это очень мягкие хвойные. Посмотрите на вот эти листья. Они очень украшают и делают композицию очень целостной. А вот такие ветки сосны, или по-другому еще называют их пинус, можно использовать как самый яркий элемент, и вот взгляд будет падать как раз-таки на вот эту ветку. И вот на этой композиции мы видим, где здесь нобелис, где здесь пинус, где здесь кониферн. И мы все это украшаем, например, елочными игрушками. Можно посередине воткнуть свечу, и еще немножко можно добавить шишек. Шишки мы, кстати, собираем каждую осень в лесу. Прекрасным дополнением может стать свеча или даже может быть бутылка советского шампанского. Как ухаживать за такой композицией, чтобы она долго стояла? Мы берем шприц с водой, выдавливаем прямо в губку, и губка наполняется водой. Как понять, губка засохла или нет? Просто пальчиком сюда нажимаем и чувствуем, мокрая губка или нет. Все очень просто. Ваш индикатор – это ваш палец. При правильном уходе новогодние композиции могут простоять аж до марта месяца. До новых встреч! 12 декабря Общественная палата Республики Саха-Якутия подведет итоги деятельности институтов гражданского общества в уходящем 2025 году. Сегодня у нас в гостях Сергей Августович Сюльский, председатель комиссии по развитию села, агропромышленного комплекса, делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов, и Жанна Валентиновна Грекова, член Общественной палаты, председатель Союза семей Якутии «Память воинов СВО». Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Расскажите, чему будет посвящено итоговое пленарное заседание Общественной палаты Республики? Да, нынешний созыв Общественной палаты работает уже второй год. И, конечно, наработан какой-то опыт в работе. И наши, как говорится, члены Общественной палаты проводят различные мероприятия, участвуют во многих мероприятиях. Ну, конечно, этот год у нас для нас очень особенный, связанный с тем, что мы отмечали 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. А также год объявлен президентом Российской Федерации годом защитника Отечества. А в нашей республике глава нашей республики Илдархан объявил тоже годом защитника Родины. Поэтому все мероприятия на площадках Общественной палаты в той или иной мере все равно посвящены, связаны с этими великими большими событиями. Ну и, конечно, больше времени у нас в этом году уделялось патриотическому воспитанию, оказанию помощи воинам, участвующим в специальной военной операции, ну и, конечно, обеспечению их и также помощью общественности для участников специальной военной операции. Ну, об этом, наверное, вас более подробно ознакомит Жанна Валентиновна. Вот. Поэтому, вот таким образом. А через 2 дня мы проводим, как вы уже сказали, пленарное заседание итоговое в этом году. И, конечно, мы подведем итоги работы за год, ну и утвердим наши планы на следующий год.
Ну, вот, что касается вашего направления, да, Сергей Августович, какие самые значимые мероприятия были проведены руководимой вами комиссией по развитию сельских территорий, Арктики и коренных малочисленных народов? Конечно, это очень злободневные темы для нашей республики. Это Арктика, развитие сельского хозяйства, развитие села, коренные малочисленные народы, которыми занимается наша комиссия. Конечно, они очень нынче особенно, ну, может быть, даже в связи с специальной военной операцией, конечно, тоже носит определенный проблемный характер, все эти отрасли. Конечно, сельское хозяйство для нас, для нашей республики, это основная отрасль. И, конечно, испытывает большие проблемы наши сельхозтоваропроизводители, Министерство сельского хозяйства. Конечно, в этом году было выделено достаточно средств для развития сельского хозяйства, порядка 15 миллиардов рублей. Но, тем не менее, проблемы все-таки все равно существуют. Вот. Наша комиссия проводила всего мы провели 13 заседаний комиссии, на которых мы рассматривали и вопросы сельского хозяйства, развития Арктики, коренных малочисленных народов. Вот. Особенно у нас тесные, как говорится, связи с Министерством сельского хозяйства. Взаимодействуем также с Комитетом по сельскому хозяйству Государственного собрания Ильтумен. Атласов Александр Павлович тоже очень принимает активное участие. Приглашает на свои заседания, поэтому мы как-то находимся в курсе всех этих, как говорится, событий и дел, которые проводятся и правительством, и Комитетом Государственного собрания. В частности, по финансированию и проблемным вопросам. Ну, конечно, в связи с тем, что в этом году, конечно, очень трудные вопросы с финансированием, мы, конечно, мало выезжали по районам, но, тем не менее, мы как-то держим связь посредством связей. И, конечно, товаропроизводители всегда тоже находят выход, выходят к нам со своими проблемами. Ну, общественная палата, как мы говорим, это мосточек через исполнительными органами власти и общественностью. Поэтому мы стараемся как-то отвечать этим требованиям. Жанна Валентиновна, вы руководите работой Союза семей Якутии, памяти воинов СВО. Расскажите о работе организации в этом году. Здравствуйте, доброе утро, уважаемые зрители. В этом году у нас выдался очень плодотворный год, год защитника Отечества. И, конечно, хочу начать с того, что очень значимое событие для нас произошло. Мы признаны на самом высоком уровне, наш союз. В наш союз входят родственники погибших и пропавших без вести участников СВО. И в этом году мы получили премию Владимира Владимировича Путина «Страну меняют люди». Наш союз получил. И также за волонтерскую деятельность мы отмечены благодарностью Восточного военного округа. Значимые события в этом году у нас, конечно же, это работа, выезд по улусам. В этом году я, как член общественной палаты, с командой Союза, мы выезжали в Верхневилюйский улус, провели там большую работу, находились там 5 дней, встречались с родственниками пропавших без вести. Это все было с родственниками погибших, это все было по приглашению администрации улуса, по приглашению главы Николаева Валерия Валерьевича. Очень тепло нас встретили, и со всех сторон мы проработали эту проблему. Я являюсь также психологом, поэтому и психологические консультации были оказаны, и с управлением образования встречи были проведены с детишками, с нашими по школам, как работать с семьями СВО. Также с нами ездил юрист, массажист, оказали всевозможную помощь. И буквально вчера в Верхневилюйском улусе прошло такое большое мероприятие ко Дню Героя Отечества, где все наши родные погибших участников получили медали. Медали матери, отцу и жене защитника Отечества. Наша организация оказывает благотворительную помощь, спонсорскую помощь, помощь участникам специальной военной операции. В
основном это, конечно, медикаменты. Мы собираем очень много медикаментов, отправляем в опорные пункты. И также помогаем в сборе средств на транспортные средства для вывоза раненых. Работа очень большая проводится, обширная, но цели в нашем союзе две. Организация наша зарегистрирована юридически. А цели у нас такие: это оказание, во-первых, психологической и всех других видов помощи. И вторая – это увековечение памяти. По увековечению памяти в этом году была проведена прекрасная фотовыставка в аэропорту города Якутска. Многие горожане видели эту фотовыставку. Это портреты семей погибших и пропавших без вести участников СВО. В руках у них портреты близких и награды. Также большая работа у нас проводится в местах воинских захоронений. И благодаря новому директору МБУ «Ритуал» сейчас наши захоронения уже имеют статус воинских захоронений. Работа обширная, конечно, планируем и книгу выпустить. Ну, очень много у нас работы. Спасибо вам большое, Сергей Августович, Жанна Валентиновна, за подробную информацию. Ну и желаем успехов в проведении пленарного совещания в целом деятельности институтов гражданского общества в Якутии. Спасибо. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем освещать актуальные события к этому часу. В Якутии единое пособие назначено родителям более 98 тысяч детей. Кроме того, данную меру поддержки оформили 3529 беременных женщин. Единое пособие могут получить родители детей до 17 лет и беременные женщины, вступившие на учет в ранние сроки беременности, чей среднедушевный доход меньше прожиточного минимума в регионе. Общий доход семьи за расчетный период 12 месяцев делится на число ее членов. Если полученная сумма оказывается ниже прожиточного минимума, то заявитель имеет право на получение выплаты. В Национальной гимназии АИ Кыгата прошел республиканский фестиваль победителей конкурса школьного инициативного бюджетирования. Среди обладателей грантов – учащиеся нацгимназии. Их проект по сохранению памяти героев Великой Отечественной войны и СВО вошел в число лучших и получил финансовую поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Напомню, всего на конкурс было подано 67 заявок из 12 районов республики. Победителями стали 24 проекта. Мы выступаем в школьном инициативном бюджетировании 6 класса. В 6 классе у нас был проект «Сайт истории Якутии», он до сих пор работает. И мы тогда выиграли школьную ШКИП. Потом мы участвовали в 7 классе, и у нас есть еще один проект «Аянджарык», который стоит во 2 этаже. И мы поняли, что тогда уже можем улучшить свою школу, среды для остальных обучающихся в нашей школе. В Якутске состоялась презентация книги Николая Васильева, выдающегося хирурга, кандидата на медицинских наук и бывшего главного врача Якутской республиканской клинической больницы. Николай Васильев известен как новатор и руководитель, под чьим началом ЯРКБ пережила значительные преобразования. По его инициативе в больнице были открыты жизненно важные отделения, такие как клиническая эпидемиология и медицинская экспертиза. Книга стала уникальным сплавом ценных воспоминаний, которые оставили близкие и коллеги, а также подборкой памятных фотографий. Очень памятное событие как для родственников, для работников и для нашей молодежи, которая вот сегодня присутствует. Думаю, что имя Николая Николаевича, оно будет в памяти всегда, потому что больница наша древняя, стоит уже очень долго, и мы все-таки добивались, чтобы в больнице было присвоено имя Николая Николаевича Васильева. Коллектив при Николае Николаевиче сплотился в больнице, да, просто как одна большая семья. Естественно, будучи руководителем, и требования были, и были хорошие моменты, но всегда Николай Николаевич поддерживал. Он поддерживал всех. В
В лагере «Сосновый Бор» завершилась первая зимняя смена движения «Орлята России». На протяжении недели здесь отдыхали и развивались 110 победителей и призеров республиканского конкурса «Содружество Орлят Якутии». Дети вместе со своими наставниками прошли образовательные треки, мастер-классы, тренинги на лидерство, спортивные турниры и квизы. На закрытии команды участники показали свои достижения и получили награды за участие. Победители продолжат участие на федеральном конкурсе. Лучшие из них получат возможность попасть в лагерь «Океан». Следующий этап развития и новых возможностей. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Но романтическое ничто не чуждо. Стая магеллановых пингвинов, освещенная полной луной, была запечатлена на видео на Атлантическом побережье аргентинского полуострова Вальдес. Ярким светом суперлуния успели насладиться не только люди, но и колония этих пингвинов. На кадрах пернатые разгуливают по ночному берегу на фоне огромного светила. Также на видео птицы чистят перья и купаются в лучах рассветного солнца. Суперлуния возникает, когда Луна проходит ближе всего к Земле по своей эллиптической орбите, из-за чего кажется значительно больше и ярче, чем обычно. Ну, действительно, вот на такими кадрами, правда, такие вечерние кадры, но у нас, друзья, сейчас утро, и мы желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня. И увидимся с вами завтра в это же время. Пока!